ума, что, где, когда, с удмуртским акцентом. Честь Гуреш Ландова, Чешкамеш, Шумаеш, Честь Гуреш, кому-ка ближе. Гордые гетры только вперед, нас всегда победа ждет. Кин йосы, Учканы, пель йосы, кузыны, юры, албаны, эш йосы, вольманы. Армии были медвертос. Надеюсь, он нам поможет. В прошлый раз помог. Первый вопрос первого раунда. Старики поговаривают, что это самое обманчивое время. И чтобы не заболеть, нужно одеваться теплее. Угадайте, кого обвиняет удмурт, что он приносит простуду? Очень такая фраза удмуртская. Самый глубокий месяц, это апрель. Да, это не русский. Просто, что это дух ветра, я забыл по-удмуртски, как он, дух поля, этот ветер, сквозняк. Сейчас, наверное, не май месяц шло, так что пояшкины тулыс. А вообще известная фраза, что самый жестокий месяц в году это апрель. Поэтому мы решили Ваш взять ответ апрель. Вопрос звучал кого? Это тоже не случайно. Во всех вопросах еще, в принципе, есть какая-то подсказка. То есть это кто-то был живой. И ответ был врача. Удмурты говорят, щетку акавуэ, щераз червае. Врач прилетает, с собой приносит простуду. Кстати, именно этим и объясняется происхождение одного из названий этого сакрального места удмуртов. Назовите его. Да, оно связано именно с тем, что душица цветет там в октябре. А как октябрь, кстати? Майгури. Большая гора. Туда всегда приезжают, прям мешками собирают душицу. Я не знаю, может это место, может других мест, я не знаю. Я за Зуевы ключи, это юг Удмуртии, где Кама протекает. Потому что там хорошо прогревается, ягоды, грибы, да, появляются раньше. И вспомнили про Байгурищ. Вот. Но правильно ответила команда Вужудыр. Это был Байгурищ. Голый красный яр обращен на юг и хорошо прогревается, а вершина покрыта лесом, что сохраняет накопленное тепло. Получается своеобразная печка. А где тепло, там обилие грибов и ягод, поэтому богатая гора. Состоятельные гости кладут на него деньги с пожеланием семье, достатка и чтобы у всей семьи было гладко. Внимание, вопрос. Что в черном ящике? Какая-то база. нет, на шерстяные вещи, нужно деньги. Подушка. Это же на стол ставят. Мы ответили масло, потому что, кататься чтобы все шло как по маслу, как кот в масле, гладко. Рома нам откроет ящик и всем нам скажет, что же там лежит. Действительно масло. Где разводят костер ряженые, чтобы Божок Ужим отправилась куда следует? Да, это нужно. Акужин, это сила. Что в Владивостоке, оно ебла сува. Около реки. Это проще, это все. Духи, когда сожгов, отправили вниз по реке в другую деревню. Ну, у нас, наверное, такой же ответ. Шурдурын, Букужамет, Кошко, звань Мазуродес. Тоже Шурдурын. Тоже, то есть, знает то, что Шурдурын или ебалы? благодаря своей физиологической особенности он охранял отдых лошадей пожарной службы. Также в этом деле ему отчасти помогал колокольчик. Скажите, кто он? Гордия Вера, долгосрочно хотели ответить. Конечно. Отвечаю ответ. Очень легкий вопрос, да, для вас? Очень легкий вопрос. Да? Какой у вас был ответ? Кот днем гулял по Саракову, все его покармливали, вечером он так как мышей ловит, на него еще вешали колокольчик, он отпугивал. Вот с колокольчиком. Кот с колокольчиком бегал. Вопросе была физиологическая особенность какая? Кошка видит ночью. И мышей ловит. И мышей ловит. Да, колокольчик отпугивал мышь, поэтому все лошади стояли, спали спокойно. Всем польется воном темишес, чебересный льёс, яратонише, ложь
чудяги, тоже кучи отчигно. Нож листу листовем постурджо. Садяси чудяги, тоже кучи отчигно. Зангари бусы, а звесенки жемын. У меня Львовое поле, серебром усы. Кюзевел, бамез, чепулте. Чего-то нет, щеки, что там? Руки нет, щека. Рук нет, лицо щиплет. Лицо щиплет. Следующий раз. Мороз. Это правильно. Добрые девки получают плюс 2 балла. Много лип можно было увидеть прямо рядом с домами. А в середине 19 века ценность липы сильно снизилась. Почему? В старых домах стропила перевязаны волоком вот этим липовым, а сейчас появились гвозди, гвоздями стали забивать. Либо появились гвозди, либо появились веревки. Из лыка вязали лапки, плюс в 19 век появилась более такая цивилизованная обувь, уже кожаная. И еще что немаловажно, домашняя утварь делалась посуда тоже из липы. За право носить имя столицы, того, что находится в черном ящике, кроме Ижевска, борется игра. Пельмени, все, кто против, они просто ошибаются. За родину пельменей другие народы тоже борются. Нет, у них свои, у них баузы, это пельмени, это именно пельмени. А у нас внутри территориальные конфликты. Никто не поспорит, он за презентацию самые. Он вообще на презентации пельменей обозвал же китайским блюдом. В честь этого памятного события в центре села установили скульптурную композицию, состоящую из императорской кареты, женщины-удмуртки с ребенком, поросенка и огромного рубля. Ну, не знаю, думаете. Кстати, это слушай. А почему там семья? Символ богатства. Первый напился. Свинья – символ грязи. Да поросячьего визга. За рубль. Ваш ответ, что он напился, поэтому его там нет. Да. Что, когда царь отдыхал, обедал в доме крестьянки-крестьянина, царь увидел маниста и очень рассердился, во-первых, что монетки с изображением царя, они продырявлены. И как выкрутилась удмуртка женщина, она сказала, это, батюшка, для того, чтобы вас возле сердца носить. То есть она избежала практически наказания. Стой на улице вдвоем с тобой, куда-то мы идем, и я курю, а ты конфетки ешь. И светят фонариком, но ты говоришь, пойдем в кино, я зову тебя, табак, конечно. Я согласен. Корт Шурлен Быжискык. Корт Шурлен Быжискык. У железной мышки 2 хвоста. Вот. Опять уходочка. С места все знаю, главное. Ерыс бычкы, быжис чурло. Что такое бычкы? Ерыс бычки, быжис чурло. Голова пила, хвост серп. Вот просеиваешь? Мне кажется, вот это больше у меня вариантов нет. Это ваш вариант, да? Да, это Окончательный. Ну, наверное, потому что... Это правильное решение. В 41-е годы в Ижевске действовала небольшая пуговичная фабрика. Сырье для производства пуговицы закупали у населения в ведрах по 42 копейки за килограмм. Металл, ведер. Они металл забирали, а деревянные ручки выкидывали. Раз они были не нужны. Ну, стружка, опилки. Пыль вкусная.
Пуговицы делали это из костей. Для производства пуговиц. Закупали кости, стружка, опилки, там отходы от производства. Мы думаем, что улицы города были усыпаны кружочками, когда делали пуговицу. Что? Добывали из Ижевского пруда ракушку-перловицу, а пруд, соответственно, создавался для нужд железоделательного завода. Согласны, да? А впрочем, и на сеновале этот ремесленник не нужен. Кто лишний? Что вы делали на сеновале? Мы подумали, что это связано с физической религией, и ответили, что это был человек или люди, которые делали амулеты, и в том числе амулеты из животных. Но вилы не нужны на сеновале почему-то. Ну, то есть нельзя было, запрещено было это, наверное. Ну, может, мы подумали, на восстание вилами, наверное, пошли. Ну, вот позднее. Мы решили, раз мы не знаем ответ, писать какой-то более интересный ответ. И тоже сориентировались на язычество и написали колдовство. Колдовство стало не нужно. Да. Что за это? Колдовство. Что за это могут казнить? Там, типа, Инквизиция. На сеновале тоже не нужны стали. да, вдруг они там травы собирают, зелье варить. Они поняли, что могут и без них справиться. В 1750-х годах на берегу небольшой мелкой речки в 12 километрах от Камы был основан Воткинский железоделательный завод. В 1878 году на этом заводе начато производство паровозов. Которая поднималась только с поднятием уровня воды. Смысл то один и тот же. Не-не-не. В общем, до речки, до самой речки. Мы написали плоты и плотина. То есть в любом случае это надо было делать весной, когда речка поднимается, развивается. Плотина поднималась, сделать уровень воды еще больше, загружали паровозы на большие плоты и сплавляли их Во вниз по время течению. паводка. Да, весной. Затем открывали шлюзы и этой большой водой отправляли баржи до Камы. Всего было выпущено 630 паровозов. У нас и плотина, и вот как раз написано. Настроены решительно, да? Колдуйте. Там же на удмуртском написано. Давай, прочитай, переведу. Прочитай. Так я читать еще не могу даже. Ну, попробуйте. К колтон, куспыти, чурык, уялос. А это удмуртская загадка, с рыбой она не связана по-любому. Горд чурывала, до деда до киоспуко. Команда очень хочет помочь. И мы звань у Гверышки. Значит, мы звань у Крымышки. Это окончательный ответ. Ну, там У кого-нибудь есть другой вариант? Молчит, как рыба. Рот есть, не разговаривает, глаза есть, моргает. Рыба. Чё, Какая песня? Король и шут, дурак и волк. Сейчас поем, отлично. Грохочет гром, сверкает молния в ночи, а на холме стоит безумец и кричит: сейчас поймаю тебя смутку, и сверкать ты будешь ты. Мне так хочется, чтоб стало гремать. Кто по реке мчится, кто в твою дом кричу, все поймать стремится, Гордые Берда 14, Кучеран 14,5, Божодыр 10. Молодцы! Итак, команда
капитаном Широбоковой Любовью Ивановной награждается благодарностями. Вы хотите все? Не хотите все? Вся команда? Всем вручите. И от спонсора Марины Бородиной подарки всем знатокам команды победителя. Это подарок Снегус Пекус из Удмуртии. У нас новенькая Надежда Юрьевна, ей понравилось, очень понравилось. Молодцы, я рада за вас. Мы уже всех знаем, они часто бывают на наших мероприятиях. Так, Надежда, вам грамоты, благодарности от нас, большое спасибо.